Здравствуйте, уважаемые любители башкирского танца. Я Гайсарова Гульназ Раисовна, педагог-хореограф. Хочу сегодня с вами начать основы башкирского женского танца. Все движения и элементы женского танца взяты из жизни башкирской женщины. Женщина готовит вкусную еду, занимается трудовой деятельностью, быт, и ее участие в праздничных обрядовых действиях, все это входит в движение нашего танца. И здесь активно участвуют, конечно же, руки. Башкирская женщина носит красивые украшения, прихорашивается перед зеркалом. Она выходит на природу, на лоне природы исполняет обрядовые действия. И колыхание растений, дерева, трепет под дуновение ветра, листочков, все это входит в элементы нашего танца. Сегодня мы с вами начнем изучать основы женского танца с постановки корпуса, который имеет очень большое значение в танце. По характеру башкирский женский танец, он очень сдержан. Здесь присутствует достоинство женщины, присутствуют элементы религиозного, строгого воспитания девочки с малых лет. В каком бы темпе, и в быстром темпе, и в веселом характере танец не исполнялся, вот эти вот качества мы не должны забывать и придерживаться вот этих вот основ поведения женщины в жизни. Все это у нас выводится в танец. Итак, мы начинаем с постановки корпуса. Для начала мы втягиваем живот в себя, подтягиваемся наверх, и в процессе танца все время мы стремимся вырасти наверх, и у нас в наших движениях, в наших продвижениях должна присутствовать такая легкость и воздушность. Каждое движение рук сопровождается взглядом. Ни одно движение рук у нас без взгляда, без нашего внимания не остается. Вырастаем на невысокие полупальцы, втягиваем живот, собираем плечи, их опускаем, собираем и вытягиваем шею, подбородок у нас высокий, взгляд устремлен либо по линии танца, либо на движение рук. Когда мы делаем продвижение по какому-либо направлению, у нас корпус находится над ногой. И мы ставим не на очень высокие полупальцы, я показываю сбоку, и у нас корпус стремится как бы вот сюда вперед. Если вот это у нас прямое положение корпуса, здесь во время продвижения мы корпус подаем слегка вперед, и он вот так стремится как бы вперед. Положение рук. Руки очень богаты на движение, и они очень пластичные, мягкие и выразительные. Основное положение рук в танце – это у нас руки, когда на поясе. Для этого мы 4 пальца наших собираем и отделяем большой палец. И ставим на поясе так, чтобы 4 пальца у нас лежали сзади, находились, и большой палец спереди вот так вот не торчит, его не видно. И мы вот в таком положении держим руки на поясе, локти у нас смотрят в сторону обязательно. Есть положение руки, когда руки опущены и находятся вдоль корпуса, локти слегка согнуты. Здесь локти изображают у нас полукруг, руки мягкие, кисти расслаблены. Здесь, чтобы аккуратно смотрелись кисти и пальцы, мы пальцы группируем, и средний палец и большой палец как бы они держатся вместе. Вот такое положение, если округлить руки, вот такое положение, когда мы делаем щелчки, это может быть в положении первой позиции, это может быть на уровне третьей позиции рук, это может быть на уровне второй позиции рук, когда мы тоже исполняем какие-либо движения. Следующее положение руки
Это когда одна рука находится на поясе, вторая рука как бы пальцами показывает на украшение, в данном случае браслет с камушком. Вот такое положение. И взгляд обязательно туда тоже сопровождаем взглядом это положение руки. Может быть вот такое положение рук, и такое же положение рук может быть чуть выше. Перед собой вот такое положение, и в этом случае корпус немножко подается вперед, и все мое внимание идет на мою ручку. Следующее положение рук. В элементе костюма башкирской женщины присутствует основной элемент, это жилет. И вот за край жилета мы беремся, и мы можем вот в таком положении можем держать край жилета. И тут присутствует немножко, мы добавляем игривость. Вот такое вот может быть движение здесь. Вот такое положение руки. Ну и сейчас все элементы, все эти положения рук я хочу показать, как они присутствуют в танце. А музыку мы используем известного башкирского лирического танца гульямал. На первом уроке мы с вами прошли положение рук и постановку корпуса. Все эти моменты, они отрабатываются ежедневным повтором, многократным повтором, особенно постановка корпуса. В завершении урока я хочу вам пожелать удачи в освоении этих навыков и прощаюсь с вами до следующих встреч.